Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто не может вас забыть? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Кто же не может вас забыть? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не упускайте. Ну, давайте начнем с вас. С вашей стороны здесь четко показали птичку. Птичку очень необычную, птичку с очень красивым оперением. Вы невероятный человек. Вы мало того, что красивые, мудры, у вас еще и голос какой-то необычный. У одних отыграется, что у вас невероятно красивый тембр голоса, а у других, помимо красоты голоса, еще есть дар убеждения. Либо вы своими словами можете исцелить человека, поддержать, подсказать, выручить в конце концов. Вот что-то есть такое необычное у вас. Еще по птичке вы очень независимы. И вы не любите ограничений. Опять же, сжатые пространства как-то на вас дурно влияют. Мои хорошие, вы уникальны, вы прекрасны. И о вас люди думают в большей степени хорошее, чем плохое. Воспоминания у людей о вас очень хорошие. Знаете, это как райская птичка, которая была, и вот она улетела. Я не смог ее удержать. Либо я так жалею, сожалею, что этого человека нет рядом. Очень нуждаюсь в словах, в подсказках этого человека, в той красоте, в той благодати, которую этот человек мне дарил. Ну, так вас, по крайней мере, вспоминают. Плюс еще вижу над вами подкову. Вы приносили удачу. И люди, конечно же, это отмечают, вспоминают. Да, добрым словом, кстати, вспоминают. Так, ну давайте пройдемся по тем, кто не может вас забыть. Смотрите, здесь образ мужчины, вокруг которого обвелась змея. Знаете, как это? Анаконда, либо питон. Обвелась и как загипнотизировала этого мужчину. Я так понимаю, что это событие давно минувших дней. Человек, которого, скорее всего, как увели, наверное, да, забрали, увели. Тут либо по магии увели, либо действительно каким-то внушением, гипнозом, обманом. Загипнотизировали его. Вы этому человеку что-то сказали, либо даже какое-то пророчество дали, как предупредили, что вот если ты не одумаешься, если ты в себя не придешь, то с тобой будет прям совсем нехорошо. Что-то плохое с тобой случится, да? Либо ты плохо закончишь, либо какие-то беды тебя, разочарования постигнут. И вы знаете, ваши слова с точностью, вот 100% точностью все сбылись. И человек, он и вспоминает ваши слова, и вспоминает вас. И знаете, как жалеет, да, что он в свое время не послушался, не прислушался и ничегошеньки не сделал для того, чтобы остаться рядом с вами. Вот. Тут как бы больше как скорее, знаете, живет прошлым человек, живет прошлым. Не вижу у этого человека стремлений к будущему, вижу сожаление о прошлом. Вас этот человек вспоминает с улыбкой, потому что в то время этот человек действительно был счастлив. Был счастлив, этого не понимал. А когда время вышло, когда он неправильный выбор, грубо говоря, сделал, да, вот тогда и солнце померкло. Вот тогда все стало на свои места. И ваши слова, которые вы ему говорили, стали 100% пророческими. Вот. Так бывает иногда, к сожалению. Мы сами совершаем ошибки, а потом об этом жалеем. Но у этого человека какая-то бесповоротная ситуация, то есть выбор был сделан, да? Жребий уже выпал.
Тут уже ничего не поменять. Ну, живет прошлым, постоянно о вас думает. Время вспоминает, которое вы вместе как-то проводили. Может быть, вообще вместе жили. Да, вспоминает, уходит головой, уходит сознанием вот в это глубокое прошлое. Ну, потому что действительность ужасная и отвратительная. Ну, вот. Так себя спасает. Так, еще с правой стороны. Ну, это либо дети, либо внуки, либо младшие ваши родственники. Кого-то чему-то вы учили. Ну, вот именно учили. Может быть, вместе уроки делали, может быть, какими-то лайфхаками делились, может быть, какие-то подсказочки давали. И вот то ли ваши дети, то ли внуки, то ли родственники, они постоянно пользуются тем, что вы в свое время в них вложили, вашими подсказками. И вот знаете, каждый раз, когда пользуются, вас вспоминают, и опять же, знаете, с благодарностью. Ой, как мне повезло, что у меня такая мамочка, либо что у меня такая бабушка, либо что у меня такая сестренка. Да, вот вспоминают. Вы действительно научили. Кстати, у кого-то еще отыграется ситуация, что вы, например, там бабушку свою научили пользоваться, не знаю, компьютером, либо смартфоном. И вот тоже вас вспоминают с улыбкой, что ой, какая же у меня внучка замечательная, вот научила меня, я теперь пользуюсь, я теперь современная, да, все это умею делать. Но здесь, да, вы научили именно. Так, чуть выше. На какого-то человека вы произвели впечатление. Впечатление своим умом, своей мудростью, умением решать сложные задачи. Может быть, какие-то мысли, да, которые вы озвучили, очень были свежие, креативные. Вот человек с вами то ли общался, то ли, ну, грубо говоря, присутствовал в момент, когда вы с кем-то общались. Человек очень вами вдохновился и очень впечатлился. Вот именно вашими знаниями, вашей подачей, вашей смелостью, вашей яркостью, знаете, вот полнотой суждений прям очень понравились. Здесь человек не смотрел на вашу внешность. Скорее возбуждался от вашего ума, да, от вашего острого ума. Но бывает такое иногда. Это, кстати, может быть как мужчина, так и женщина. Вот действительно произвели впечатление. И вот человек вас очень часто вспоминает, особенно когда тяжело, особенно какие-то решения надо принимать, вспоминает вас, вспоминает вот эту вашу горячность, блеск ваших глаз вот в моменте какого-то разговора. И это ему тоже, либо ей здорово помогает. Так, и еще. Ну, здесь какое-то обидное вспоминают. Кто-то из ваших родственников что-то обидное вспоминает. Действия, либо слова, либо поступок, который человек воспринял как что-то обидное, оскорбительное. Но это родственник. Здесь явно есть какие-то связи. Родственник как по крови может быть, так и пришлый родственник. То есть, ну, допустим, что это может быть? Это может быть там, жена вашего брата. Да? Она вам вроде как родственница, но она пришлая, она вошла в вашу семью. Какое-то ваше действие, поступок и слова как будто бы обидели, и вот эта обида, она прям в сердце засела. А я вам так скажу, если бы сердце было чистое, если бы сердце было без изъяна, то человек никогда бы не обиделся и никогда бы не затаил эту боль в своем сердце. Вот явно что-то с этим родственником не то. Что-то не то, знаете, как порченное яблоко, которое гниет изнутри. Возможно, человек до сих пор с вами там, сквозь зубы разговаривает, либо как бы не идет на контакт, не общается. А я вам скажу, это обида. Обида, которая засела. Это тревожный звоночек, потому что, по сути, да, на этого человека вы больше никогда не можете положиться, либо довериться этому человеку. И вижу, что у человека действительно вот гниение уже происходит внутри. Да, ну такой человек не очень хороший. Тут уже ничего не поделаешь, не исправишь. Вы лучше с этим человеком будьте поаккуратнее. Ну вот явно в вашем окружении есть какой-то родственник, с кем натянутые отношения. Там уже ничего хорошего не будет. И вы будете поаккуратнее с этим человеком. Потому что человек способен на месть. Давайте будем говорить честно и прямо. Человек способен на месть. Зачем вам это? Дальше держитесь, и все будет хорошо. Так, еще вас не может забыть какой-то случайный попутчик. Мужчина. Там как компания, скорее всего, была. Компания. Куда-то вы вместе ехали, либо откуда-то возвращались. Может быть, на поезде, может быть, на автобусе, может быть, маршрутка.
вот куда-то вы ехали, вы очень красиво смеялись. У вас смех очень красивый и как колокольчик звенит. И человек прям восхитился вашим смехом, прям понравились вы этому мужчине. Теперь вот, знаете, думает о вас, вспоминает, а как нету связи, да, не знает, как вас найти, не знает, как найти. Он где-то вас искал, может быть, на том же маршруте вас искал, может быть, в интернете пытался вас найти. Ну вот что-то он делал для того, чтобы вас найти. Он и сам не знает, зачем ему это надо. Ну вот прям как сердце просит, да? Сердце просит еще раз вас увидеть, услышать ваш смех. Какая-то вы в этот день были особо такая светящаяся, либо ему так показалось. Ну, произвели впечатление, привлекли внимание. Кстати, с этим мужчиной, вот не у всех, но у кого-то отыграется, что он таки вас найдет. И судьба ему в этом поможет, чтобы вас найти. Так, чуть выше. Мне показывают мужчину, ну, либо он огненного знака зодиака, либо он по жизни такой весь огненный. Характер у него такой, знаете, рвать и метать, гореть и сверкать. Такой интересный. С этим мужчиной вы то ли работаете вместе, то ли какие-то дела вместе ведете. И этот мужчина, он не свободный. Ему как предложить вам нечего. Кроме страсти предложить больше нечего. Нечего, все. И еще этот мужчина очень сильно дорожит своей репутацией. Либо для него важно, чтобы нельзя было под него подкопать, да, чтобы он со всех сторон вот такой идеальный. Мне вообще идет, что он какой-то руководитель. Руководитель среднего звена, либо высшего звена, но явно непростой. Явно непростой, дорожит репутацией. С одной стороны, прям очень сильно вас хочет, а с другой стороны, ну, это чревато, да, это чревато. Он много раз пытался вас забыть, он даже пытался как-то дистанцироваться, не обращать на вас внимания, не смотреть в вашу сторону, избегать любого вида, рода контакта, либо, в принципе, да, чтобы вас там и не видеть. Но вот не получается. Все равно очень крепко засели в его голову, он постоянно о вас думает, вспоминает. И очень сильно жалеет о том, что раньше вас не встретил. В то время, когда, например, он был свободный, либо вы были свободны. Вот очень сильно сожалеет. И да, очень сильно вас желает. Вот это есть. С правой стороны вышел человек, который хотел бы вас чем-то отблагодарить. Ну, либо вам что-то отдать, вернуть. Ну, тут грибы мне идут, грибы. Ну, не могу предположить, что это должник, потому что с правой стороны вышло. Скорее, вы для этого человека были как благодетель. Ну, допустим, в свое время кому-то помогли, что-то для кого-то сделали, какую-то услугу оказали. Ну, просто, не знаю, помогли там деньгами финансово. И вот человек постоянно об этом думает и мечтает, что он вам, либо она вам двойной гриб вернет, либо в двойном размере спасибо скажет. Здесь именно светлое желание за вашу доброту, двойной добротой вам отплатить. Человек старается, человек стремится к этому, но то ли пока не позволяет финансовое положение, то ли, может быть, вы как-то далеко друг от друга находитесь. Может быть, человек ждет момента, когда к вам сможет приехать, либо вы куда-то поедете, где-то человек находится. Ну вот прям готовит для вас двойной гриб. То есть в двойном размере вам за вашу доброту заплатить, как говорится, рассчитаться. Так, и девушки, женщины, кто в паре, кто в браке. Вот хотите верьте, хотите нет, но мужчина, с которым вы вместе, он не то чтобы вас забыть не может, он просто постоянно о вас думает. И ему вас постоянно не хватает. Мало часов в сутках. Либо, может быть, мужчина где-то сейчас вот уехал в командировку, там, может быть, на вахте работает, да, может быть, моряк. Либо, там, может быть, да, военный. Он постоянно о вас думает, он постоянно, как, знаете, в этой тоске находится, когда вас нет рядом. Вы для него больше, чем жена, вы больше, чем любовница. Вы, не знаю, вы как целый мир для него, как вселенная. Вот именно рядом с вами у него какое-то невероятное чувство легкости.
И только с вами он может расслабиться. Вот только вам он может довериться. Может быть, не всегда у вас с ним простые отношения, и не всегда прям сплошная идиллия, но тем не менее, если вас по какой-то причине в его жизни не станет, для него это будет просто роковой момент. И не факт, что он с ним справится. Это вы должны знать. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.